конференции приняли участие более 200 человек. Это представители общественности, органов исполнительной власти, депутаты, предприниматели, ученые, эксперты и специалисты сферы парламентаризма. В формате выступлений, докладов и дискуссий участники обсудили широкий спектр вопросов: исторические процессы развития парламентаризма, механизмы взаимодействия, достижения к 25-летнему периоду деятельности, перспективы развития. В рамках мероприятий и поступивших предложений участники конференции приняли следующее: обеспечить проведение дальнейших научных исследований, обратить внимание на необходимость усиления работы в данном направлении с зарубежными источниками, в частности с Государственным архивом Монголии, обеспечить научную обоснованность принятия законодательных актов на республиканском уровне. Председатель Верховного Хурала Тувы рассказал, что конференция проводится с целью понять трудные и серьезные периоды, как парламент работал, обеспечивал нормативно-правовое поле, экономическое развитие, защищал социальные права наших граждан. Мы хотим сегодня заслушать наших докладчиков, которые действительно стояли, во-первых, у истоков современного парламентаризма нашей республики. То есть с 1993 года, когда был избран впервые демократический парламент и был проведен первое организационное заседание в 1994 году 6 января, с этого времени по сегодняшний день мы хотим сделать анализ, хотим все-таки изучить историю нашу, хотя история наша была очень такая серьезная, очень напряженная. Она была и серьезная политическая обстановка, серьезная и экономическая обстановка, и все это мы хотим сегодня своим таким научным сообществом обсудить, послушать друг друга и все-таки сделать свою резолюцию, чтобы в дальнейшем тема парламентаризма изучилась еще глубже. Вот наши выступающие сейчас тоже говорят, Чемит Баирович, он говорит о том, чтобы надо еще глубже, надо изучить историю, и мы на сегодняшний день, Шалбан Валерьевич Харул, глава республики, выступил со своей инициативой все-таки сделать научно-популярную такую продукцию с изучением парламентаризма к столетию нашей Тувинской Народной Республики, к столетию парламентаризма. Это будет очень большим подарком для наших земляков, для студентов, для учащихся. Парламентаризм Республики Тыва сегодня исправляет 25 лет, современный парламентаризм. Если говорить про себя, 1997 года я здесь в парламенте, очень много изменилось. Потому что вопросы мы тогда во втором созыве решали 30 вопросов в течение 3-4 дня. А мы эти вопросы сегодня решаем в течение дня, рабочего дня. Если говорить, вот здесь научно-практическая конференция идет, да? Республика Тыва действительно это парламентская республика. Мы не говорим, что парламент у нас только 25 лет. Нет, до этого у нас были просто советы аратов, советы жителей округа, территории. Ну, назовем, если на тувинском языке, чыш или суме. Если будем говорить, мы сейчас вот здесь научные работники говорили, что у нас всегда кочевники принимали коллегиальные, коллективные решения. Если приняли решение, мы от этого не отходили. И здесь тоже сейчас в современном мире принимаем законы, а законы для всех один, и его надо соблюдать и выполнять. Кадрол Бичелдей, как участник конференции, поделился тем, что парламентаризм или народовластие – древнейшее понятие. С 6-7 веков до нашей эры существовала система Курултая, которую учреждали, возвышали ханов, предводителей. Эта система сохранилась в современных условиях, в конечном итоге стала переименоваться как парламентаризм. Принято решение отмечать 25-летие первого Верховного Хурала парламента Республики Тыва, считаю очень полезным. Это хотя бы для того, чтобы понять, что такое парламент в современных условиях, что такое народовластие, что такое представительная власть вообще как таковая в современных условиях. Мы до конца, может быть, не поняли, не разработали в научном плане понятие Улу-Хурал, Великий Хурал, Пиче-Хурал, Малый Хурал и так далее, и другие. Но это упущение оно вполне можно, как говорится, наверстать. А сегодня важно понимать,
что за орган, как представительный орган работает у нас Верховный Хурал, парламент Республики Тыва. И надо сказать, что это особый орган, имеющий собственные полномочия, обособленные полномочия и выступающий от имени народа. То есть как глава у нас республики, избранный всем народом, имеет право говорить от имени народа. Также парламент, избранный через отдельных депутатов, тоже от всего народа, имеет право говорить и выступать от имени народа. В 2021 году планируется провести вторую научно-практическую конференцию «Парламентаризм Тувы», посвященную столетию образования Тувинской Народной Республики и первого законодательного органа Тувы Великого Хурала.